Вот у вас в гостях были все, видимо, весь цвет нашей культуры, да? Да, 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 да. Вот, значит, у нас после... Вообще собирались всегда вечером. Это вот как, знаете, вот театральный бомонд назывался такой. Вот он, сейчас вот на современном языке вы говорите, это бомонд собирался. У нас дома. Постоянно мама у меня и папа были вообще люди такие, вы знаете, широко открытые двери. Заходи, кто хочешь. Ну, прям настоящий дом крестьянина, говорила я раньше. Ну вот, собирались все. Вот буквально вот Балдаков у нас был, да, Батман Менельтич. Потом, значит, вот, Аюшин, вот, Буэнто Григорьевич. Ну, вообще все вот эти, значит, из оперных, из балета, вот, да, были. У нас Лариса Петровна была, с Абашевым были у нас в гостях тоже. Потом, значит, ну, вот еще, ну, я не назову, так сказать, этих артистов бурдрамы, таких вот, тоже довольно-таки знаменитых, да, они, это естественно, что они бывали у нас все. Даже вот молодежь, которая по тем временам называлась молодежь, да, скажем так, это Лариса Егорова, там еще, они тоже бывали у нас в доме. Вот. Это замечательно. Потому что я все это наблюдала, я все это видела. Вот. Я знаю вообще всю эту театральную, так сказать, кухню, может быть, сказать, изнутри. Изнутри. Поэтому мне очень все это близко и важно, и иногда как-то вот даже бывает и грустновато. Грустновато то, что, в общем-то, сейчас, наверное, преемственность поколений не так, наверное, как-то вот она обозначена, да? Но, тем не менее, это время диктует. Кто-то соглашается с этим, кто-то не соглашается. Я считаю, что каждый имеет право на это. Соглашаться или не соглашаться. Правильно? Вот. Все равно нужно меняться. Дерево меняет листву, так же и все меняется в этом жизни. Но корень-то он должен оставаться. Если крона меняется, то дерево, оно вечно. Корни его вечны. Да? И вот не сорвать бы эти корни. Да, да. Вот не сорвать бы эти корни, и тогда молодая поросль росла бы на доброй почве. Понимаете, как это вот традиции, да, вот эта самобытность вот нашей культуры, она вот очень значима вообще в мире. А как ее сохранить, как вы думаете? А вот вы знаете, это вот я говорю, это преемственность поколений. Это нужно передавать. Вот мне передавали, да, родители. Вот Гамбот Циденжапов бывал на дома, да, вот он говорил об этом все время, да, хоть он был жесткий человек, его многие не любили, честно говоря. Угу. Но он был, понимаете, вот такой вот, так сказать, буфером таким в культуре был. Иначе народ-то какой-то у нас немножко такой, знаете, такой с линцой, пока, чего, где, но очень эмоциональный, его нужно зарядить его. Вот тогда он даст, вот он попрет этот народ наш. Он сделал это. И это хороший корень был. Первый народный артист СССР, да? Моя мама была вообще первая народная артистка России. Вот. Ну вот. И вот они вдвоем, кстати, между прочим, Тимин Александр, Тимин Александр, забыла отчество сейчас. Вот он сделал вот эту двойку на оперном театре, да? Да. Да, он прототипы там этих всадников, это моя мама и Циденжапов. Угу. Правда, об этом никто еще не знает. Но я знаю точно это. А как ее звали? А? Как ее звали? Найдан. Гендунова Найдан. У нее отчества не было, но так по отчеству, как бы вот Дашинамжилова называют. А так она была всегда Надежда Степановна ее звали. Ее в театре все звали Надежда Степановна Гендунова. Вот. Она как раз таки, вот сейчас, вот в прошлом году ей дали, ее школе на Малой Родине дали имя ее. Школа теперь носит звание Народной артистки России. Это тоже приятно. Это даже заслуга вот именно и того народа, где она жила. Я даже не подозревала, честно говорю, я прямо низко кланяюсь тем людям, Это где? Это в Верхнем Тарее.
я, честно говорю, я низко кланяюсь вот людям, те, которые вот это увековечили ее память. Все-таки как дочь их народа, как, в общем-то, ее называли как самородком. К ней очень хорошо, так сказать. Они очень много писали тоже. Найдакова писала они хорошо. Вот. Начинал писать о ней, вообще хотел полностью библиографию сделать Анатолий Политов. Ну, вот, не успел. Вот. Ну, и здесь, конечно, культура нашей республики, нашего города, да, она вообще многогранна. Многогранна в том плане, да, что в те слои, которые, в общем-то, были засеяны вот первыми людьми искусства, да, они еще, понимаете, слава Богу, что они еще есть. Вот я уже повторюсь, да, чтобы только не сорвать бы с корнями, вот, а наоборот еще что-то обновить. Вот то, что вот это самое сейчас вот делается, да, может быть, и это так должно быть. Может быть, это и так должно быть, чтобы где-то нам в чем-то научаться и чему-то новому брать. То есть нельзя вот так зацикливаться только вот на старом, да, вот на старом сидеть, на старом дереве, да, и считать листочки, которые уже, извините, отошли, да. Наоборот, на этом же дереве надо еще вот наращивать еще больше, чтобы культура наша не увядала.